Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Помиритесь ли вы с тем человеком, с кем поссорились? Вот если произошла ссора, если сейчас между вами тишина, если пауза возникла в ваших отношениях, вот помиритесь ли вы, восстановите ли вы свои отношения? Загадайте, пожалуйста, на себя и на того, кто в вашем сердечке, кто в вашей голове. И пусть нужная и важная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, ну тут прям ссору показывают, очень серьезная ссора произошла. Даже показывают, что мужчина очень сильно женщину обидел. Сам же обиделся и сам же ушел. Вот как-то вот плохо поступил, дурно поступил. Мои хорошие, если между вами не было ссоры, вы просто перестали общаться, это не ваша отсыпка. Здесь именно для тех, кто поссорился. И для тех, у кого мужчина отвратительно поступил, мужчина обидел. Как будто бы сам не свой был, как будто бы в какой-то горячке находился. Знаете, даже как не человек, а как животное действовал. Не знаю, причина ссоры мне не видна, но ссора была достаточно серьезной, громкой. Вы долго в себя приходили, вы вообще считали, что все, это конец, да, никогда не приму, не прощу. Вот. И еще было очень обидно, что мужчина так поступил. И еще обидно, потому что он так себя повел, ну, как будто бы это вы во всем виноваты. То есть он устроил проблему, но вас выставил виноватой. То есть отвратительное поведение, какие-то претензии непонятные мне идут. Много претензий, много претензий. Женщины, в том, что вы поссорились, в том, что между вами произошел разлад, виноваты две женщины. Возможно, они две подруги, возможно, они как мать и дочь. Возможно, они как заказчица и мастер, да, вот две женщины. И еще мне хорошее идет, что вы были очень красивой парой, и вам очень многие завидовали. Вот именно то, что вы пара, вы хорошо выглядели вместе, вы друг друга любили, у вас хорошие отношения, там пророчили вам светлое будущее, все уже там считали, что вот-вот вы там поженитесь, допустим, да, либо что вы проживете долгую счастливую жизнь вместе, если вы уже были женаты. То есть ваша пара, она как, знаете, этот красный флаг для завистников. Они очень сильно перевозбуждались, когда вас видели вместе. Ну, действительно, вы красивые люди, и действительно у вас было взаимопонимание. Никто не мог подумать либо предположить, что вы можете так поссориться. Причем поссориться, ну, буквально на ровном месте. Мужчина действительно как будто бы одержимый был, вот как будто бы не свои слова говорил, не своими словами. Смотрите, либо эти две женщины на него навели мару, да, то есть как бы какое-то вот воздействие негативного характера было, либо эти две женщины оклеветали вас в его глазах, то есть, ну, грубо говоря, вас подставили. Наговорили, что вы там такая-сякая, там могли поделать какие-то документы, фотографии, там, не знаю, голос могли поделать, как будто бы вы там с мужчинами там созваниваетесь, списываетесь, вступаете в интимные отношения. То есть ему такого про вас могли наговорить, либо ему такое из-за этой моры могло привидеться, показаться, что он действительно сам себя не контролировал. У него вообще мысли были такие, знаете, в красном свете, вот что-нибудь плохое с вами сделать, да, потому что ему было так больно. И он такой, блин, как она могла, да, как она могла, я же так ее любил. А она вот меня обманула, либо она там то-то сё-то изменяла, да, вот как наговорили, на вас наговорили, вас подставили. Либо вот эта мора так на него подействовала, либо какой-то, ну, очень серьезный оговор случился. Сейчас я еще карты возьму, просто меня аж, знаете, трясти начало от этих энергий, которые я ощущаю от вашей отсыпки. Очень обидно за вас. Вы ни в чем не виноваты. Вы, ну, просто святая женщина мне идете. Вот таких, как вы,
нужно в эту красную книгу записывать, да, потому что вы редкая женщина, редкого ума, редкой красоты и редкой чистоты. Вот. Но вас так ужасно подставили, вас так оболгали. Ну, либо мужчина-дурачок стал жертвой воздействия и не смог себя контролировать, не стал разбираться, поверил в худшее, и вот его понесло. Да, это не конфликт между вами естественный, да, это именно накрутка мне идет. Воздействие, накрутка. Да, вы идеальной парой были, вы очень счастливы вместе были. Вообще должны были быть счастливой семьей, мне идет. То есть, если вы парень и девушка, то вы должны были пожениться, у вас, посмотрите, 2 деток было, вы бы прекрасно жили, у вас бы была, ну, замечательная семья, счастливая семья, ну, в лучах солнца, конечно, идеальная семья была бы. Если вы уже муж и жена, то, ну, счастье должно было быть безоблачным. Но вот женщина мне идет. Женщина башню поставила на ваши отношения. Женщина, молодая женщина. Она либо заказчица, либо она ваша соперница. Ну вот из-за нее все это случилось. Рухнули отношения именно из-за женщины. Но здесь в отсыпке я 2 женщин вижу. Увести. Хотели мужчину увести из отношений. Хотели любой ценой разрушить, выдернуть его из ваших отношений. Не допустить, чтобы он с вами был в семье, либо сделал вам предложение. Очень долго и много над этим работали. Ну и также по Луне, ну точно было либо оговор, либо воздействие. Вот как хотите. Луна — это карта заблуждений, искажения, магии, да. Вот это все было сделано. О, тучи навели. Конечно, тучи навели. А как это может быть? Смотрите, любовь между вами есть. Она никуда не делась. Но любовь сейчас в тучах находится. То есть это так больно, это так страшно, это так все непонятно. Да? Вот как были счастливы, и потом в одном месте все разрушилось. Да? Либо на ровном месте все разрушилось. И он, и вы страдаете. Это я вижу. Но вы как-то страдания легче переносите, а он прям, ну, сам не свой, как с ума сходит, мне идет. Хоть он сам это все учудил, хоть он сам это, как его руками это было сделано, вдали, например, от вас теперь находится, либо от вашего общего дома, но страдает он больше, чем вы. Так не идет. Крысы. Ну, конечно, мыши, крысы. Что я вам говорила, да, 2 женщины, и там были 2 эти мыши. Ну, скорее всего, одна добивалась этого, другая поддерживала, да, либо, как я уже сказала, мать и дочь, 2 подруги, либо одна мастер, другая заказчица, да, которой все было это выгодно. Сейчас еще один момент хочу просмотреть. Ну, смотрите, он вообще ваша судьба, а вы его судьба. И еще мне идет, что с другими людьми такого счастья не будет, вот как должно быть у вас друг с другом. А вот эта женщина, она ему не по судьбе. Ей просто этот мужчина очень нравится. Она видит его таким крутым, выгодным, денежным, не знаю, каким она его видит, надежным, да. И ей просто очень хочется, чтобы у нее такой мужчина был. Не свое она забирала, не свое, не на свое глаз положила, да. Ей вернется. Вот поверьте, хотите верьте, хотите нет, но ей вернется. Я это вижу. Потому что, ну, здесь, как знаете, коса в спину показана одной из женщин. Это, скорее всего, та, которая все это придумала и которая заказывала. Ваши отношения восстановятся, да. И здесь показано, что восстановится, и здесь показано, что восстановится. Я вам даже больше скажу. Вот этот мужчина ваш, он уже 1000 раз пожалел, что он так поступил. Он уже 1000 раз сам себя клеймил. Он уже 1000 раз себя, ну вот как, знаете, наказал, что ли. Вот как чем-то он себя наказал. И он уже, ну как сам не свой, да, понимает, что наделал, ему так стыдно показаться перед вами. Он не знает, что говорить, он не знает, как объяснить. Вот как объяснить вам, что он поверил в ложь? Как вам объяснить, что у него было это помутнение в голове, что он прям
ну, поверил каким-то людям, да, либо поверил в эту чушь и, ну, такое сотворил. Еще вот так вот, знаете, как-то противно ушел, больно ушел, да, может, там такие слова нехорошие сказал, но обидел вас. И он понимает, что нет ему прощения, но без вас он жить дальше не может, без вас у него вообще как бы жизнь рушится, почва из-под ног уходит, никак в себя прийти не может. И с другой стороны, он понимает, что нет таких слов, чтобы выпросить у вас прощения. Вот нет таких слов. Ну вот, а что я скажу? Извини, я был дурак. Ну вы скажете, да, ты был дурак, иди теперь куда подальше, да, в жопу иди. Ну, вы будете правы, да, такое не прощается, такое не забывается. Память стереть, ну нет такого оборудования, да, они придумали еще, только в фильмах показывают, что можно память стереть. Что сделать, чтобы вы его простили? Как найти в себе смелость, даже да, не сила, а смелость прийти к вам, показаться на глаза? Вот ему кажется, что вы его просто в порошок сотрете, переломаете ему там руки-ноги и будете его там метлой или басаной тряпкой гнать просто вот несколько километров от своего дома. Вот он прям в это верит. Ну, может быть, он бы так поступил, да, но он в это верит. И он считает, что он этого заслужил, что да, с ним так и надо, потому что, ну, нет ему прощения. Он потерял аппетит, он потерял сон, он, ну, либо пьет очень много сейчас, либо он в таком состоянии, знаете, состояние растения. Вот вообще ничего не хочу, ничего не надо, вот я в печальке, да, жизнь закончена, я потерял женщину всей своей жизни, я потерял самую светлую любовь, и как теперь вернуть, я не знаю. То есть плохо, в подавленном состоянии находится. Вы же наоборот, да, вам больно, но вы наоборот, вы стараетесь жить, вы буквально цепляетесь за жизнь. У вас какие-то новые интересы, проекты, вы себя отвлекаете, вы себя как-то, знаете, перенастраиваете. Но опять же, у вас еще и окружение очень хорошее, люди, которые вас любят, которые вас поддерживают. Может быть, их и немного, но они прям родные, да, самые родные, самые близкие. Так, мне идет, что мужчина, ну вот здесь показывают семерку, может быть, 7 дней, да, 7 дней, либо следующий месяц, 7 число. Ну, у кого-то еще может 7 часов, но как бы это маловероятно. Вот он появится, он придет, девочки, придет, на нем лица не будет, будет вести себя, ну просто вы его таким никогда не видели. Вам даже будет казаться, что он меньше ростом стал. Как-то, знаете, будет кукожиться, ну, потому что ему максимально некомфортно, максимально чувствует вот свою вину. Он, девочки, придет и будет просить у вас прощения. Он так и скажет, что я понимаю, что простить меня нельзя, но вот пойми, как бы, я уже 1000 раз пожалел, я уже сам себя наказал. Я не могу объяснить, что на меня нашло, да? И он будет прав, он будет говорить вам правду. Он не может объяснить, потому что мне идет, что было какое-то воздействие, это была мора. Мора, понимаете, запутали мужику сознание, отравили сознание. И вот так его накрутили против вас, облили вас грязью. Ну, вы все узнаете, конечно, вы все узнаете. Вы узнаете, почему это все произошло, вам будет все понятно и ясно, а он как бы до последнего не будет понимать. Да. Мне вот еще идет, что у кого-то отыграет, что мужчину систематически чем-то травили. Травили, может быть, ну, пытались, да, воздействовать на его сознание, может, там какие-то травки, завары какие-то могли быть, даже могли быть какие-то медикаменты, если честно. Но опять же, да, вы все разные, отсыпка общая. Тут он и прав, и не прав, и виноват, и не виноват. Не, конечно, он виноват, но в том состоянии, в котором он был, понимаете, девочки, тут прям это неестественное состояние. Мне идет, что неестественное. Виновата женщина, а именно 2 женщины виноваты. Нет, появится, он появится. Вы вот без него можете, а он без вас не может. И все его дороги, они ведут именно к вам. Он появится, девчонки, он все будет пытаться там объяснить, оправдаться, искупиться, просить будет прощения. Вот даже если вы скажете, что вы простили, он все равно будет все время ходить и просить прощения, потому что он сам себя простить не может, да, за то, что он натворил. То есть, если вы захотите, если вы позволите, то эти отношения, они и возобновятся, и перейдут на новый уровень. На новый уровень, да, то есть, если вы собирались пожениться, то он сразу вам будет предлагать жениться.
оформлять там официально, да, там еще на картах тоже выходило, чтобы брак заключить официально. Если вы уже женаты, то он вам будет предлагать какую-то поездку, ну, чтобы вот сблизиться, да, чтобы выпустить этот пар, чтобы выйти из стресса, да, вот в этой поездке он совершенно себя будет по-другому вести, он будет весь такой шелковый, и это будет не наиграно, это желание его сердца, вот всячески вас ублажать, чтобы найти ваше прощение, да, чтобы вы по-настоящему его простили. Ну и в будущем, девочки, да, если вы его простите, то этот мужчина, даже если вы его будете обманывать, он все равно будет вам верить. Да, он настолько будет бояться опять допустить такую ошибку, что даже если вы его там прямо обманываете, он все равно будет вам верить, никогда не усомнится. То есть вот эта ситуация, на самом деле, она может пойти вам на пользу. Хотя, да, вы скажете, какой ценой, да, мне не нужна такая польза, да, такой ценой. Но с другой стороны, главное, что все раскрылось. Главное, что и вы теперь понимаете, и он понимает, что произошло. Да, что вас подставили, что мужчину хотели просто вырвать из этих отношений любой ценой. Так мне идет. Ждите, ждите, он придет, вам ничего делать не надо. У вас есть время все осмыслить, да, переосмыслить, осознать и принять решение по поводу этого мужчины и вашего дальнейшего будущего. У вас, кстати, на роду счастье личное написано, прорисовано прям. Личное счастье. Ну, личное счастье – это рождение детей, это семья, это хороший муж. Вам это на роду написано. Но я не могу сказать с ним, либо с кем-то другим. Потому что, опять же, это общая отсыпка. Сейчас я вам скажу, что с ним, а на самом деле у вас с другим. Либо наоборот, да, я скажу, что с другим, а на самом деле с ним. Вам сердце ваше должно подсказать. Ведь вы у меня, девочки, непростые. У вас звезда показана. Вы обладаете гиперчувствительностью. У кого-то врожденное ясновидение, у кого-то прям интуиция от Бога. Вам сердце подскажет. Вот когда вы его увидите, когда он начнет говорить, вам сердце подскажет. Да, он виноват. В вашем расставании виноват он. В ссоре он виноват. Но, опять же, есть смягчающие обстоятельства, что мужчина сам собой не владел. Вот. Подумайте, у вас есть время подумать. Ну вот у кого-то 7 часов, у кого-то 7 дней, у кого-то следующий месяц, 7 число. Мужчина придет не с пустыми руками, он не только со словами о прощении придет, он еще придет и с подарками. С подарками, да, как скрасить, подсластить момент, может и там не только цветы, может какое-то угощение вам принесет, там ваше любимое, там какие-то пироженки, либо конфетки. Придет, обязательно придет, и он другой, он уже другой стал. Вы его таким еще не видели. Серьезный разговор вам предстоит. И от вас только лишь будет зависеть, будете ли вы вместе, либо уже расстанетесь навсегда. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.